кибератаках России во время избирательной кампании в США. Какие доказательства нашла американская разведка? Где находится заключенный российский активист Дадин? Европейский суд по правам человека назначил последний срок. Россия должна объясниться до 9 января. Какой он быт в зоне боевых действий? Украинские военные показали, как живут. Небольшой блиндаж, небольшая кухня, чтобы оно все было не разбросано. Чем больше оно места занимает, тем легче у него будет попасть. И последствия допинг-скандала. Сегодня бывший тренер российской сборной по биатлону сделал громкое заявление. Какими будут последствия? Все о главных событиях дня. Это «Настоящее время Прага». Я Кристина Суворина. Здравствуйте. Мощный взрыв прогремел возле здания суда в турецком городе Измир. На месте взрыва горит автомобиль. К месту инцидента отправлены машины скорой помощи, говорится в сообщении. По информации корреспондента, который передает с места события, у здания суда взорвался заминированный автомобиль. Как минимум 2 человека погибли, есть раненые. И во время перестрелки между полицией и нападавшими на месте взрыва у здания суда были убиты 2 подозреваемых, оказавших сопротивление при задержании. Сегодня разведка США представляет в Конгрессе отчет о кибератаках во время избирательной кампании. Американские спецслужбы обвиняют в них Россию. Не время для предварительных заявлений, но мы уже знаем достаточно. В октябре наши разведывательные агентства единодушно заключили, цитата, «Российское государство взламывало почтовые ящики американских граждан и организаций, включая политические структуры». Они также пришли к выводу, что раскрытие украденных писем согласуется с методами и мотивацией российских действий, и эти кражи были направлены на вмешательство в американские выборы. Слушание проходит накануне брифинга спецслужб с участием избранного президента Дональда Трампа. А он, как известно, не раз подвергал сомнению версию о причастности Кремля. Впрочем, несмотря на позицию Трампа, США все равно могут ввести против России новые санкции. Об этом заявили сразу несколько высокопоставленных республиканцев. Подробнее Екатерина Бучнева. Сегодня директор национальной разведки США Джеймс Клэппер и еще 2 высокопоставленных чиновников, глава Агентства национальной безопасности Майк Роджерс и заместитель министра обороны по вопросам разведки Марсель Леттер дают показания перед Конгрессом США о кибератаках во время избирательной кампании, в том числе о взломе серверов Демократической партии. В Белом доме заявили, что у разведки есть все доказательства причастности к этому Москвы. Я твердо заявляю, что совместный аналитический доклад, подготовленный Министерством внутренней безопасности и ФБР, был готов на прошлой неделе. В нем, в частности, содержатся указания технического характера операторам компьютерных сетей в США и во всем мире о том, как защитить их от проникновения российских хакеров. Первый отчет американские ведомства опубликовали в конце декабря. Тогда он показался многим неубедительным. Эксперты объясняют это тем, что более подробные данные могли бы нарушить военную тайну и раскрыть методики работы американской разведки. Конгрессменам же представят новый секретный доклад с более подробной информацией. В мире не существует разведки с такими же возможностями, опытом и аналитическими способностями, как у США. Так что я бы порекомендовал людям, еще не видевшим отчет, не прошедшим брифинг, подождать и посмотреть, что им предложит разведка, и лишь потом делать выводы. Обаме секретный доклад якобы уже показали, а избранный президент Дональд Трамп ознакомится с ним в пятницу на брифинге с главами разведки. Накануне встречи Трамп вновь усомнился в версии спецслужб о причастности Москвы. Он опубликовал в Твиттере ссылку на интервью основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Джулиан Ассанж сказал, что 14-летний подросток мог взломать почту Подесты, советника Хиллари Клинтон. Почему демократы были так легкомысленны? Ассанж сказал также, что русские не передавали ему информацию. Трамп и раньше неоднократно подвергал сомнению версию спецслужб о причастности к кибератакам Москвы и заявлял о намерении реформировать разведку. Однако после брифинга его мнение может измениться, считает аналитик Игорь Сутягин. Не было ни одного случая, чтобы человек, выслушав полный брифинг, не побледнел, в общем, как полотно. Примерно то же самое произойдет и с Трампом. Когда он узнает весь объем проблем, которые стоят перед ним, он вынужден будет немножечко корректировать свою позицию. Во-первых, из-за знаний. Во-вторых, из-за того, что он бизнесмен и очень хорошо понимает, что любая успешная деятельность возможна, в конце концов, либо в условии твоего повального превосходства, чего нету в отношениях Трампа с Конгрессом, либо в условиях компромисса.
числе несогласных с Трампом не только демократы, но и однопартийцы-республиканцы. Они требуют жесткого ответа Кремлю. Это была атака на США, атака на основы нашей демократии. Если вы разрушите свободные выборы, то вы разрушите и демократию. Конгресс примет закон о новых санкциях, я в этом убежден. Не знаю, подпишет ли его Трамп, но 2/3 конгрессменов проголосуют за законопроект о санкциях. В конце декабря Обама подписал указ о расширении санкций против России. Они касались российских разведслужб, нескольких фирм и граждан. Также США выслали 35 российских дипломатов. А накануне слушаний в Конгрессе сенатор-демократ Бен Кардин заявил о подготовке нового законопроекта о расширении санкций в отношении России. Бывший тренер женской сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер выступил за отстранение всех российских спортсменов от зимних Олимпийских игр 2018 года. Вне зависимости от того, принимали они допинг или нет. В то же время лидеры мирового биатлона накануне старта очередного этапа Кубка мира провели закрытое заседание. Там и решали судьбу российских спортсменов. О новых битвах допинговой войны Ринат Давлетгильдиев. Вольфганг Пихлер еще пару лет назад был кумиром российских болельщиков. Нанятого на деньги миллиардера Михаила Прохорова немца называли биатлонным Гусом Хидингом. Продержался в сборной он недолго, но на Олимпиаде в Сочи поработать успел. Если все так, как говорится в докладе, то россияне должны взять олимпийскую паузу и быть исключены. Конечно, это затронет невинных спортсменов, но все остальное будет бессмысленным. Слова Пихлера в России вызвали приступ ярости. А не он ли сам работал со спортсменками, которых отстранили после второй части доклада Ричарда Макларена? Среди открытых фигурантов декабрьского расследования биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина, которых, собственно, Пихлер и тренировал. А ведь всего лишь год назад, уже не будучи тренером, Вольфганг Пихлер призывал не дисквалифицировать всю российскую сборную без разбора. Не нужно радикальных мер. Если тесты положительные, то все понятно. Но если тесты ничего не показали, то дисквалифицировать нельзя. 9 декабря ВАДА и Ричард Макларен презентовали продолжение расследования о махинациях в российском спорте. Опровергать существование госпрограммы по поддержке допинга пришлось даже лично Владимиру Путину. В России никогда не создавалось, это просто невозможно, и мы будем делать все, чтобы этого никогда и не было, никакой государственной системы допинга и поддержки допинга. Именно российский биатлон в итоге стал главной жертвой допинговых битв. В докладе говорится о 31 российском биатлонисте, которые употребляли допинг по госпрограмме. Причем среди них как закончившие карьеру, так и действующие спортсмены. Правда, имена, кроме Романовой и Вилухиной, пока не обнародованы. Сразу после доклада последовала волна бойкотов международных соревнований, которые должны были пройти в российских городах. Всего Россия лишилась уже 6 зимних спортивных турниров. Среди них 2 биатлонных. Первым стал чемпионат мира по бобслею и скелетону в Сочи. Затем этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, юниорский чемпионат мира по биатлону в Острове, финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске, финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени, этап Кубка мира по сноуборд-кроссу и параллельному гигантскому слалому в Казани. Но и этого многим мало. Свой бойкот пытаются объявить и спортсмены. Это кадры из инстаграма корреспондента телеканала Матч ТВ. Накануне старта этапа Кубка мира в немецком Оберхофе собрали целый биатлонный совет. Все лидеры мирового рейтинга по инициативе француза Мартена Фуркада решают, бойкотировать ли им вообще любые соревнования, в которых участвуют российские спортсмены, или нет. 2 спортсмена отстранены, это хорошо, но это наименьшее из того, что нужно сделать. Отмена этапа Кубка мира в Тюмени – это пародия на борьбу с допингом, поскольку единственные, кто пострадали от этого, это болельщики. Я устал от этого и расстроен. Пока бойкот решили не объявлять силами других биатлонистов, в частности, самого титулованного в истории Ули Эйнара Бьерндалена, который вступился за российских спортсменов. Правда, Фуркад после собрания пообещал не успокоиться и все-таки добиться полной дисквалификации сборной. Российского активиста, заключенного Ильдара Дадина, привезут на новое место отбывания наказания в начале следующей недели, 9 или 10 января. Об этом заявила омбудсмен Татьяна Москалькова. Пока же местонахождение Дадина по-прежнему остается неизвестным. Напомню, заключенного активиста этапировали из колонии в Карелии 4 декабря прошлого года после того, как он рассказал, что сотрудники колонии пытают заключенных. Слова Дадина подтвердили и другие люди, в разное время отбывавшие наказание в той же колонии. Европейские
Европейский суд по правам человека потребовал от ФСИН сообщить о местонахождении Дадина не позднее 9 января. И напомню, Ильдар Дадин – единственный в России осужденный по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий, по сути, за одиночные пикеты. Это «Настоящее время Прага». Главные темы далее. Какой он быт в зоне боевых действий? Украинские военные показали, как живут. Небольшой блиндаж, небольшая кухня, чтобы оно все было не разбросано. Чем больше оно места занимает, тем легче у него будет попасть. Проблемы с вакцинацией в Украине. Детей вообще не привить. Куда исчезли препараты для прививок? Корова на балконе. Фермерское ноу-хау в Челябинской области России. Почти 100 старинных книг пропали из Львовской национальной галереи искусств. Их общую стоимость оценивают в несколько миллионов долларов. Пропажу обнаружили во время проверки фондов, которые устроили после смены руководства еще в сентябре прошлого года. Новый директор галереи предполагает, что книги выносили из музея десятилетиями. По результатам этой проверки, проведенной комиссией независимых экспертов, которые не работают в нашем учреждении, была установлена пропажа 95 старопечатных кириллических книг и 2 рукописей на кириллице. Исчезнувшие книги – это 6-я часть всего кириллического фонда музея книги. Среди пропавших книг немало редких экземпляров. Апостол Ивана Федоровича, 1574 рік. Апостол Ивана Федоровича 1574 года – это первая в Украине изданная печатным способом книга. Потом редкие издания Спиридона Соболя, тоже апостолы. Потом апостолы Львовские, Львовского Старопекийского братства. Это уже 17 век. Сотрудники музея говорят, что пока не проверяли, на месте ли старинные книги на польском, немецком и других языках. Последний раз тщательную проверку фондов проводили 15 лет назад, и тогда все книги были на месте. Более того, они были в хранилище и прошлым летом, утверждает директор музея. Мы быстро проверяли, понимаете? Но они были. А куда они подевались за эти несколько месяцев? Трудно мне сказать. Очень трудно. Ведь, в принципе, никуда не должны были подеваться. Заявление о пропаже книг руководства галереи направили в полицию, прокуратуру и службу безопасности Украины. Серванты, президентский ковролин и ливнесток прямо в окопах. За 3 года войны на линии разграничения образовались подземные, конечно, небольшие по размеру города, состоящие из сети блиндажей. Почти в каждом есть отопление и кухня, а в некоторых даже баня. О быте военных в зоне боевых действий и как устроить жизнь на фронте, чтобы не стать легкой мишенью для противников, расскажет Ольга Калиниченко. На эту позицию бригада зашла всего несколько дней назад, но у них уже полностью оборудованный блиндаж. Достался в наследство от предыдущего батальона. Тут есть и кухня, и место для отдыха, и даже небольшой медпункт. Нам выдавали в 14-м там котелок, кружку, ложку, то есть было такое. А было, что привозили и волонтеры, было, что погорела вообще вся, машины горели, в машинах была вся, и даже с консервных банок кушали, вот даже такой период был, даже так. А сейчас, что приобретаем, то есть и передаем другим, чтобы оставалось, и да, так же само, то есть уже собирается уже, как сказать, больше и больше, больше и больше, и лучше, 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 да. Главное правило – компактность. Все должно вмещаться на небольшой территории. Небольшой блиндаж, небольшая кухня, чтобы оно все было не разбросано. Чем больше оно места занимает, тем легче у него будет попасть. Чтобы вырыть блиндаж в открытом поле, копать приходится вручную. Если подогнать технику, ее сразу уничтожит противник. Ломик, кирка, лопата и руки. Сланец бьется долго, если он пластами идет. Если попадаешь на мягкий пласт, то легко, а если на грубый, то тяжело. Пару мешков накинул и долбаешь, чтобы не прилетело, чтобы было за что спрятаться. Придумали бойцы, как избежать потопа, дождя или талого снега. Для этого окопы устилают опилками или хвоей, а некоторые и вовсе придумали своеобразный ливнесток. Внутри буржуйка-генераторы, чтобы было электричество. Уют надо делать. Командир взвода с позывным «Овод» еще в 2014 году пошел добровольцем в батальон «Айдар». Тогда, говорит боец, несмотря на то, что ничего не было, в быту было проще. Рассчитывали только на свои силы и ничего ни от кого не ждали. У тебя нет такой проблемы, у нас нет мешков. Как-то нет, поехали в магазин, купили. У нас не было проблем, нет дров, купили бензопилу, напиляли.
В наследство передается и опыт. Кто-то придумал, как лучше обустроить баню, а кто-то изобрел свой способ строить блиндажи. Вместо мешков с песком, как принято, они используют ящики из-под снарядов. Их можно засыпать гильзами. Их можно засыпать гильзами, а можно землей. С гильзами они больше выдерживают. Вот у нас на предыдущей позиции был мешок, в котором были гильзы, и в него попала 120-ка. И снизу под мешком только землю немного содрала. Бойцы говорят, что научились строить из подручных средств все, что угодно. Главное, чтобы был материал. В ходу тут ящики, рекламные баннеры и даже президентский ковролин, как его в шутку называют бойцы. По нему говорят, пан президент шагал. Ковролин привез волонтер. Он договорился с администрациями городов, что после каждого выступления президента ковролин, который стелят ему на сцену, будут отдавать бойцам. Да и мыши хоть не падают на голову. Смеясь, военные говорят, если сравнивать условия их жизни с теми, как приходилось воевать во время Второй мировой, то у них 5-звездочный отель. Поэтому на отсутствие мягкой кровати и горячей воды не жалуются. Ольга Калинченко, Илья Никонов. В настоящее время Донецкая область. В Украине дефицит качественных европейских вакцин. Речь идет о многокомпонентных прививках для детей от столбняка, дифтерии, полиомиелита. Таких вакцин практически нет ни в государственных поликлиниках, ни в частных клиниках, ни в аптеках. Вместо одной многокомпонентной прививки родителям предлагают делать несколько. Для этого используют, например, вакцину индийского производства с весьма сомнительной репутацией. В проблеме разбиралась Ульяна Кондрашова. Маленькой Диане год и 8 месяцев. Несмотря на масштабную антирекламу вакцинации в стране, ее мама Ульяна твердо решила прививать ребенка. Это очень странная ситуация, когда в поликлинике все стены обвешаны надписями, что вакцинация мене захищає, а в то же время найти прививку, даже найти вакцину даже в Киеве, даже если у тебя деньги есть, даже ты готов заплатить, то это невозможно, это очень трудно. Позади у Дианы уже 3 комбинированных прививки. Мама Ульяна вакцинировать старалась по календарю. Теперь пришло время делать 4-ю, такую же прививку. Но найти европейскую вакцину родители не могут. Вместо нее в местной поликлинике предлагают индийскую. Укол в ножку, у детей пару дней ножка болит, они не могут ходить, говорят даже вплоть до того, что и судороги. Когда я спросила нашу медсестру, можно ли доверять этой вакцине, она как-то так странно ответила, говорит, у вас уже есть 3 прививки, значит 4-я это, обойдется как-то. В поисках европейских многокомпонентных вакцин Инфанрекс, Гекса и Пентаксим мы обзвонили большинство государственных и частных детских поликлиник Киева. Везде ответ примерно тот же. У нас эта вакцина отсутствует. Если Пентаксим, он отсутствует уже где-то больше года. Инфанрекс был осенью. Проблема в госзакупках. В общественной организации «Родители за вакцинацию» объясняют, несколько лет назад закупку вакцин Украина передала международным организациям, чтобы избежать коррупционных схем. Оттого многим чиновникам и компаниям заниматься вопросом вакцин стало просто неинтересно. И пошел сильный саботаж фармацевтических компаний, дистрибьюторов украинских, которые на этом долго зарабатывали деньги, а международные закупки это лишили. В Министерстве здравоохранения уверяют, виноваты не чиновники, а зарубежные производители и повышенный спрос на вакцины во всем мире. И обещают, в этом году проблем с поставками европейских прививок не будет. Мы отримали практично все вакцины. Мы получили практически все вакцины, которые закупались международными организациями. И по большинству из них потребность удовлетворена по разным позициям на 50-80%. Могу сказать положительную новость. Мы сейчас получили 74 тысячи доз вакцины Пентаксим, и они уже развозятся по регионам. Европейской вакцины Инфанрекс Гекса до середины 2017 года в Украине точно не будет. Заявку на такую вакцину министерство не оформляло. А вот французский Пентаксим в некоторых поликлиниках действительно появился. На Украину и на Киев дали На Украину и Киев дали очень малое количество вакцин, но все же на одного ребенка из 5 на одну прививку до года хватит на какое-то определенное время. Месяц, может 2. В министерстве обещают, что следующие партии будут и вакцины будут поступать более прогнозируемо, а не так, как в 2016-м. Ульяна Кондрашова, Александр Бевс. Настоящее время. Киев.
Теперь в Россию. Фермеры Челябинской области придумали, как обойти крупные торговые сети в борьбе за покупателя. Они предлагают местным жителям купить корову и сдать ее в аренду сельхозпредприятию. Фермеры, в свою очередь, расплатятся с ее владельцем свежим молоком. Как работает проект «Корова на балконе», выясняла Екатерина Пономарева. Хакимовы, Клещевы. Ну, это моя звездочка. Это звездочка моя, да? Двух своих коров фермер Рамиль продал жителям Челябинска. Себе оставил любимую звездочку. Живут они по договору аренды у него в хозяйстве, а часть надоев Рамиль отвозит хозяевам в город. Из расчета мы берем 3 литра в день ихнее. Вот, например, вот, в неделю они берут 2 раза по 3 литра. Но остальные дни, вот 3 литра по стоимости 50 рублей литр по договору, вот 150 рублей у них откладывается на счет. Вот. И на эту сумму они могут взять куриное яйцо, переработку, сметану, творог из молока. Рамиль участвует в проекте поддержки фермеров, который называется «Корова на балконе». Ассоциация получилась. Если горожанин покупает корову, то куда он ее может поставить? Естественно, только у нас на балконе, да? Юрий Дорошенко консультировал уникальный для России проект «Научно». Идея пришла одному из челябинских фермеров, когда банк отказал ему в кредите на скот, что в кризис в России с хозяйствами случается часто. Банки не хотят связываться с высокими рисками. В итоге вот пришла идея, что почему бы не предложить городским жителям приобрести, значит, корову и передать ее в аренду. Договор аренды на корову заключают на 5 лет. Цена молока фиксируется на время аренды. 3/4 надоев остаются фермеру, 3 литра в день – хозяину. В договоре у нас прописано, что мы страхуем эту корову, раз. А во-вторых, по условиям договора каждый год корова приносит теленка. И этот теленок является уже собственностью фермера. Средняя стоимость коровы – 70 тысяч рублей. Фермеры посчитали, примерно столько одна семья тратит на молочные продукты в год. А корова – инвестиция на 5 лет. Выходит, что минуя банки и перекупщиков выигрывают все участники сделки. Потребители получают экологически чистое и недорогое молоко и продукты, а фермер – устойчивый рынок сбыта. Я уже со своим молоком, яйцом, мясом, я уже не бегаю ни по рынкам, ни по потребителям, таким, кто перекупы. Я уже напрямую увожу потребителям, которые уже, если раз попробовали даже мое мясо, яйцо, они уже знают качество. Где-то у меня может 3-литровку выдать сразу. Молоко вкусное, хорошее. На прибыль от проекта Рамиль собирается расширять хозяйство, завести гусей. Коров он теперь подкармливает фруктами, дешево закупает на овощебазах списанный товар. А за качество куриного мяса у него отвечает Петрович. Петрович, это петух породы Брама. Ну, повернись, Петрович. Ну, повернись. Вот ты засранец, а. Сейчас в проекте работают 4 фермерских хозяйства. В них живут 15 коров на балконе. Во флагманском хозяйстве автора идеи 22. Сейчас Александр планирует договориться о сотрудничестве с заводом по переработке молока, чтобы расширить перечень продуктов, которые горожане смогут получить от своей коровы на балконе. Екатерина Пономарева для настоящего времени. И таким запомнится этот четверг. Все материалы выпуска можно найти в YouTube и на нашем сайте currenttime.tv. Оставляйте там, пожалуйста, свои комментарии. И спасибо, что смотрите нас. Это «Настоящее время». Кристина Суворина. До встречи.